В целом образование взрослых вы имеете в виду? Да. Ну, на самом деле образование взрослых это такое многокомпонентное. Туда входит как и профессиональное образование, то есть это магистратура, это обучение, это повышение квалификации в любых отраслях, да, это переобучение, если, допустим, не подошло, это обучение безработных в случае, если он потерял работу, да, которое включено в ведомство Министерства труда, социального развития. Но и также туда также входит такой большой компонент, ну, знаете, так скажем, саморазвития, личностного роста, даже элемента хобби. То есть вот это все, это на самом деле есть система, ну, образования взрослых. Эта проблема образования для взрослых, она была также актуальна в допандемическую эпоху, либо вот именно сейчас эта проблема, скажем так, вскрыла нарывы, они выглядят еще более очевидно, чем раньше? Наверное, я отвечу. Да, конечно. Эта проблема была уже. Потому что вот даже начнем с вопроса, все здесь присутствующие, не те, на кого они учились, правильно? Да, я менеджер гостиничного бизнеса. Вот я тоже. Я закончила учетно-экономический университет. И на этот вопрос в мировом тренде большинство ответят, что да, я не тот, на кого я квалификацию выше, может быть, другую позицию. Для этого им нужно какие-то навыки новые, компетенции. И получается, человек ищущий всегда хочет получить новые знания, новые навыки, новую квалификацию. А вот где это получить, каким образом, с каким ориентированным результатом, это вот большая проблема. Ну, на самом деле, именно образование для взрослых, вот, его еще называют андрогогикой, от педагогики, то есть от образования детей, оно принципиальное отличие именно в том, что ребенка надо заставлять учиться, да, и над ним нужно, скажем так, его контролировать. Такие же инфантильные взрослые, которых тоже, может быть, надо заставлять учиться. Да, но я думаю, что наших взрослых точно надо заставлять учиться, но вот принцип андрогогики, он как раз и говорит о том, что взрослый сам должен прийти к этому, что он должен учиться, да, что он обязан учиться. А вот причины могут быть разные. Не всегда это есть личная мотивация и желание. Да? Это могут быть просто сложиться так обстоятельства, что нужно выживать, нужно зарабатывать, и вот он обязан учиться. Но однозначно, что это должна быть именно своя мотивация. Учебное заведение, образование, оно дает вам немножечко социальных навыков, иных, да? И вы уже, получая первые 3 года базовой программы, вы уже понимаете хоть что-то маломальски в этой жизни и начинаете как-то ориентироваться. Насколько это критично действительно, как вы думаете, закончить по одной специальности, но потом все равно найти себя в другой? Получить образование именно в этой специализации, допустим? Получается, что человек, в наше время 5 лет, в это время 4 года, еще магистратура, учится тому, что, может быть, ему не в перспективно даже. И хорошо, да, может быть, и не пригодится. И очень много случаев, когда человек, закончив и блестяще закончив, получив отличное образование, проработав 1-2 года, понимает, что это не его. И, наверное, в наше такое стремительное время жалко вот это время, которое он потратил на то, что ему, оказывается, не нужно.